Бисмилля, альхамдулилля, вассалату вассаляму аля расулилля, амма ба'д, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аль-кабирату аль-хамисату вассалясун, ат-та'алламу лид-дунья ва китману аль-илм. 35-й грех, который упомянул имам Захаби, получать знания, которое должно получаться только ради Аллаха, то есть знание шариата, не ради Аллаха, а ради этого мира, то есть ради какой-то мирской цели. Не для того, чтобы достигнуть довольствия Аллаха, не для того, чтобы избавиться от болезни невежества, а ради какой-то мирской цели. Ва китману аль-илм. И китману аль-илм. Китман — это укрывание знания. Китман — это называется тогда, когда человек или когда в чем-либо есть нужда, и ты скрываешь это. Тогда называется китман. То есть, когда человек скрывает знание, когда есть нужда в этом знании. Когда есть нужда, появляется нужда в этом знании. И имам Ад-Захаби приводит первый аят и говорит: «Иннама яхшаллаха мин айбадихи аль-уляма». Поистине страшатся Аллаха из его рабов знающие. То есть, этим он хочет указать то, что знания, они должны приводить к тому, что человек начинает страшиться Аллаха, того, что он начинает выполнять то, что приказал Аллах. И не должны браться ради какой-то другой цели помимо этого. Иннама яхшаллах, то есть натиджа, последствия знания — это боязнь Аллаха. Это боязнь Аллаха, страшаться Его, бояться Его наказания, надеяться на Его милость. Вот это последствия знания. И поэтому он приводит этот аят указанием на то, что ради чего должно браться знание и к каким результатам должны они приводить. Поистине страшаться, хашья, боязнь, основанная на знаниях, называется хашья. И Аллах Та'аля говорит: «Иннама яхшаллаха мин айбадихи аль-уляма», поистине страшатся Аллаха из его рабов, аль-уляма, знающие. Знающие, те, которые получили знания. Дальше он приводит другой аят, сура Бакара, 159 аят: «Инна аллазина яктумуна ма анзальна мин аль-баййинати валь-худа мин ба'ди ма байяннаху лин-наси фил китаб, уляйка ял'анухумуллах ва ял'анухумул ла'инун». Указывает на грех — это скрывание знания, когда есть в этом нужда. Поясни, те, кто яктумуна ма анзальна, те, которые скрывают, не раскрывают, ма анзальна мин аль-баййинати, то, что мы не спаслали из разъяснений, валь-худа, наставлений, после того, как мы разъяснили это людям в книге, то тех людей, которые скрывают знания, уляйка ял'анухумуллах, их проклинает Аллах. Ва ял'анухумул ла'инун, и проклинают проклинающие, то есть ангелы. Дальше Аллах говорит: «Инна лазина яктумуна ма анзалаллаху миналь китаби ва яштаруна бихи саманан калилян, уляйка ма якулуна фи бутунихим нара». Поистине те, кто скрывают то, что мы не спаслали из книги, и посредством этого приобретают что-то мирское, бихи саманан калилян, за ничтожную цену. Потому что бы ни спаслал Аллах, это то, что пришло от Аллаха, это знание от Аллаха. И любая мирская вещь, какой бы она ценной ни была, она будет ничтожным перед этим знанием. Она будет ничтожным перед этим знанием. Посмотрите, как Аллах Та'аля возвысил знание. Он говорит: «Ва яштаруна бихи саманан калилян». Что бы ты ни получил из-за того, что скрыл знания, из-за того, что не обучил людей,
это будет и получил последствием этого мирское, какое бы оно высокой цены не было бы, оно будет ничтожным перед этим знаниями. «Саманан калилен», сказал Аллах Та'аля. Ничтожным за ничтожную цену. То есть, как бы она ценна не была у людей, она ничтожна перед Аллахом, перед Его знаниями, перед теми знаниями, которые Он дал. И это указывает на важность, на ценность знаний, получения знаний. «Уляйка ма якулуна фи бутунихим илля нара», то, получая это мирское, они заполняют свои желудки, свои животы огнем. То есть то, что они использовали, то, что они получили, это приведет их к огню. Это приведет их к огню. Аллах Та'аля сказал: «Ваид ахада Аллаху мисака аллазина утуль китаб». И взял Аллах мисак. Это не часто упоминается в Коране, то есть не во всех договорах упоминается. Есть ахд, акт по-русски, договор, а есть мисак. Мисак — это строгий договор. Кстати, про никах Аллах Субхану Тааля сказал мисак, и еще добавил ему его качество гализ, строгий договор. Мисак сам по себе означает строгий договор. Аллах еще никак описал гализ, то есть очень строгий договор, за который будет очень строгий спрос в судный день. И Аллах Та'аля говорит: мы взяли мисак, строгий договор, аллазина утуль китаб, с тех, кому была дана книга. То есть это тем, кто были до нас, иудеи. «Ля тубаййинунаху линнас». Вы непременно разъясните эту книгу людям. Разъясните в том, что в нем есть из приказов, разъясните все, что там есть из запретов, разъясните все, что есть там о будущем пророке. «Валя тактумунаху», и не скройте это. Однако «фанабазуху вара'a зухурихим», они кинули ее за спину. То есть вот этот договор кинули за спину и не стали выполнять. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пришел, Аллах Та'аля говорит: «Я'рифуна кама я'рифуна абнаахум». Они знали его так же, как знают своих сыновей. То есть, как своих сыновей, все его качества ты знаешь, как он выглядит, знаешь, сколько ему лет знаешь. Они также знали пророка, ждали его. Даже в Медине специально ждали его. И говорили то, что придет он, и мы будем властвовать над вами. Но так как он оказался не из иудеев, а из арабов, то они не приняли это пророчество. И хоть это и было, Аллах сказал, что взял у них договор, это также относится и к нашим умме, к нашей умме. То, что мы тоже должны разъяснять то, что есть в книге, и не скрывать это, когда в этом есть нужда. Когда в этом есть нужда для людей. Да, есть такое скрывание знания, когда это знание может привести к фитне, к смуте. Ученые бывали, имам Малик говорил, то, что бывает, что я вам не рассказываю некоторые хадисы, потому что знал, что эти хадисы у этих людей приведет к смуте. И поэтому тут именно Аллах использует китман слово. Скрывание, не ахфа, а катама. Скрыл, то есть когда есть в этом польза, когда это знание принесет пользу людям. И он скрыл, не дал эту пользу людям. А когда есть польза в обратном, то есть иногда скрывание знаний является что? Пользой, благом. Вспомнил хадис, когда Умара ибн Хаттаба, когда от Абу Хурайры приводится, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сидел со сподвижниками, потом резко встал и ушел. И долго не возвращался. И сподвижники начали переживать. И первым, кто, говорит, это начал искать его, ушел искать его Абу Хурайра. Я, говорит, пришел к одному саду, вокруг него походил, но не нашел, как в него зайти. И увидел, что это вытекает из колодца там
ручеек. И я зашел, как проходит леса, говорит. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, там сидит. Он сказал: ты Абу Хурайра? Я подтвердил, что да. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и он говорит: вот ты сидел с нами, и потом резко встал и ушел, и мы подумали, что не случилось ли что с тобой, ты долго не возвращался. И первым, кто встал искать тебя, это я был, говорит. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, снял свои сандали, дал Абу Хурайре и сказал: всякого, кого ты встретишь за этой стеной, за стеной сада, и он верит в Аллаха, обрадуй его раем. И Абу Хурайра первым повстречался Умар ибн Хаттаб. И Абу Хурайра, Умар ибн Хаттаб сказал: ты от пророка? Он сказал: да, вот он мне сандали дал, чтобы подтвердить, что слова пророческие. И что он тебе приказал? Чтобы я обрадовал тех, кто говорят ля иляха илля-Аллах, раем. И Умар ибн Хаттаб говорит: не делай это. Приказ пророка. Умар ибн Хаттаб говорит: не делай этого. И Абу Хурайра говорит: я хотел вперед уйти, не послушаться. И Умар толкнул меня. И я упал. И он начал надвигаться на меня. И я побежал к пророку. И спрятался за ним. И Умар ибн Хаттаб сказал: ты, у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, ты сказал так сделать? Да, я так сказал сделать. Пускай не делает этого. Потому что люди понадеются на это слово, неправильно поймут эти слова и станут делать дела. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал Абу Хурайре: не делай этого. Скрыл знание, чтобы он вот это слова не передал. Поэтому иногда вскрывание какого-то части хадисов, каких-то аятов есть польза для людей, а есть, когда наоборот, люди нуждаются в этом знании, и человек скрывает это знание. Таким людям, как Аллах Субхану ва Тааля сказал, проклятие. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ман та'аллама ильман мимма юбтага бихи ваджхуллах ла ята'алламуху илля лиюсиба бихи арадан минад дунья лям яджид арфаль джаннати яумаль кияма». Тот, кто получает знания, мимма юбтага бихи ваджхуллах, такое знание, которое должно получаться ради Аллаха. И получает он его лиюсиба бихи арадан минад дунья, получить какую-то часть этого мира, получить мирское, то не почувствует запах рая в судный день. А в других хадисах, его запах там за столько-то лет чувствуется, за 80 лет там пути чувствуется запах рая. То есть это то, что отдаляет от рая и вводит человека в огонь и является большим грехом. Также, помним, в прошлый раз проходили хадис от Абу Хурайры. Это 3 человека, которые первыми будут судиться, которым будет первым суд в судный день. Это человек, который умер на пути Аллаха, человек, который был богатым и давал на пути Аллаха деньги, имущество тратил, и алим, ученый. Да. Как Аллах сказал: «Иннама та'алламта лиюкали алим». Ты получал это знание, чтобы сказали: ты знающий. И так было сказано. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал также, этот хадис приводится от Джабира: «Ла тата'алламу аль-илма литубаху бихи аль-уляма, вала ау тумару бихи суфаха, валитахизу бихи аль-маджалис, фаман фа'аля залика фаннар аннар». Не получайте знания, чтобы кичиться перед учеными, хвалиться перед учеными среди знающих людей. Бывает, человек узнает что-то новое и хочет показать, что он знает это, и задает вопрос человеку.
Не для того, чтобы его обучить, принести пользу какую-то, чтобы знание повторить, а для того, чтобы показать, что он знает. А для того, что он показать знает. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, не делайте так. Некоторые знают, что какой-то человек слаб в каких-то вопросах. И бывает, что человек специально приходит на урок этого человека и задает такие вопросы, чтобы показать, что он в этом вопросе лучше разбирается, чем он. То есть это неправильная цель для получения знания. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ля татаалляму аль-илма литубаху бихи уляма». Не берите знания, чтобы хвалиться среди ученых, среди знающих. Аутумару бихи суфаха, или спорить с глупцами. Или чтобы прийти к какому-то народу, у которых знания поменьше, и показать свое знание. Чтобы спорить, не берите знания. А сейчас очень многие люди бегут в интернет, если что-то услышали, что противоречит их знаниями, и начинают искать, как можно поспорить с этим человеком. Как можно поспорить с этим человеком. Или приходят и спрашивают, вот он так сказал, а как можно его переубедить? Хотя то, что тот сказал, есть такое мнение среди ученых. То есть изначально, получается, знание для чего было? Чтобы что? Провести какой-то спор, чтобы доказать то, что ты более прав. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, не берите знания, чтобы хвастаться перед учеными и спорить с глупцами. «Валитухизу бихиль маджалис». И для того, чтобы возглавлять маджлисы, то есть собрания какие-то, чтобы возглавлять, тебе, чтобы давали место специальное, потому что ты знающий, у тебя не должно быть вниятия для этого. Аллах тебе и так его даст. Аллах тебе это и так даст. Если за это знание ты можешь получить мирское, и ты берешь это знание, чтобы получить мирское, то это один из больших грехов. Однако Аллах субханаху ва тааля, если ты получаешь знание, Аллах субханаху ва тааля и так тебя поднимет. И так тебя поднимет. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالنَّارُ аннар. А тот, кто сделает это, то есть будет получать знания, чтобы хвастаться, будет получать знания, чтобы спорить, не чтобы доказать истину, а чтобы показать свое знание, или для того, чтобы возглавлять что-то, то огонь ему огонь. То огонь ему огонь, сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Также такой же смысл хадиса приводят еще одну, только от другого сподвижника, от Кааба ибн Малика, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ман ибтагал илма лиюбахи бихи уляма, ау юмари бихи суфаха, ау тукбиля афидату наси илейхи фа илян нар». Тот, кто получил знание, чтобы восхваляться перед учеными, или спорить с глупцами, или чтобы склонить сердца людей к себе, то путь его в огонь. То путь его в огонь. Или в другом риваяте приходит «Адхаляхуллаху нар», Аллах ведет его в огонь. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал «Ман суиля ан ильмин факатамаху». Тот, кто был спрошен, и у него есть знания, был спрошен, и у него есть знания, однако он скрыл. Не потому, что в этом есть польза, а потому что это, если он скажет это будет против него, например. Ульджима яумал киямати билиджами минаннар, то ему оденут уздечку из огня в судный день. То ему оденут уздечку из огня в судный день. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, делал такое дуа. Аллахумма, о Аллах, инни аузу бика мин ильмин ла янфа. О Аллах, я прибегаю к Тебе, ищу защиты у Тебя от знания, ля янфа, в котором нету пользы. Вот мы сейчас в современном мире живем, сколько мы получаем знаний. Мы его хотим,
получаем, мы его не хотим, получаем. И чтобы защититься от того, что не приносит пользу. Потому что то, что не приносит, все, что мы слышим, это знание. Все, что мы видим, это знание. О чем мы ведем беседу, это знания какие-то. И есть среди них те, которые принесут тебе пользу, исправят тебя, сделают тебя лучше, а среди них есть те, которые навредят тебе. И поэтому, чтобы не получать знания, быть защищенным от таких знаний, которые может навредить тебе, ухудшить твой характер, нрав, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «Аллахума инни а'удhu бика мин ильмин ля янфа». О Аллах, я прошу у тебя защиты от знания, которое не принесет пользы. От знания, которое не принесет пользы. И Аллах, если просишь его, он защитит тебя. Поэтому я часто повторяю, откройте для себя врата дуа, двери дуа. Тот, который откроет для себя эти двери, никогда не будет в убытке. Просите у Аллаха часто. Пускай это будет вашим качеством, характером, пускай это будет вашей привычкой, всегда делать дуа. Что-либо вам надо, дуа. Что-либо случилось, дуа. Всегда дуа. Просите у Аллаха. Откройте для себя эти двери. Тот, который открыл для себя эти двери, никогда не будет в убытке. Потому что какое бы благо не было, фамин Аллах, какой бы милость у вас не было бы, это то, что дал Аллах. И любое благо, которое есть на земле, которое вы можете вообразить, представить, это то, что может только дать Аллах. И раз это может только дать Аллах, то ключом всех благ будет дуа. Потому что Аллах только может дать. И у тебя в руках эти ключи есть, и ты не пользуешься этим. Заболел, первое, что сделай дуа. Попроси у Аллаха исцеления. Какие-то тяжести пришли в жизни, проблемы. Сделай дуа сначала, прежде чем решать эти проблемы. Купить хочешь что-то, не решаешься. Истихара. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обучал это дуа так же, как обучают суру из Корана. Знаем, что Коран был ниспослан нам для чего? Для нашей лучшей жизни в этом мире и в следующем мире. А если пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обучает какой-то дуа так же, как обучает Коран, то значит, в этом есть большое благо. Поэтому изучите эту дуа, заучите, хоть оно и большое, но оно каждый день вам нужно. Каждый день вы сталкиваетесь перед каким-то выбором, и Аллах поможет вам сделать этот выбор. И если ты после этого дуа сделал что-то, совершил что-то, то это будет тебе благом. Даже говорят ученые, если человек решил жениться, сделал истихара, дуа истихара перед тем, как жениться, женился, а потом развелся, значит, ему так благо было, говорит. Значит, так и было для него хорошо. И тут и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обучает своим примером, и он просил у Аллаха: «Аллахума инни а'уду бика мин ильмин ля янфа». О Аллах, я прибегаю к тебе, ищу защиты у тебя от знания, которое не принесет пользы. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, этот хадис Тирмизи назвал хорошим: «Ман та'аллама ильман ли гайриллах ау арада бихи гайраллах фальятабауа мак'адаху минан нар». Тот, кто получает знания не ради Аллаха, то пускай приготовит себе место в огне. Также от Ибн Мас'уда приводится то, что Ибн Мас'уд, Абдулла ибн Мас'уд, один из ученых среди сподвижников. Не все сподвижники были учеными, факихами. А Абдулла ибн Мас'уд был из ученых среди сподвижников. То есть 100 тысяч сподвижников, из них
около 10 давали фетву. Не все сподвижники давали фетвы. Мало сподвижников давали фетвы. Абдулла ибн Мас'уд был из тех, кто дает фетвы. И он говорил: «Ман та'алляма ильман лям я'маль бихи, лям язидху ильму илля кибран». Тот, кто получает знания, и не действует в соответствии с ними, то эти знания прибавят ему только высокомерие. Тот, кто получает знания и не действует в соответствии с ними, то такие знания прибавят ему только высокомерие. Высокомерным станет человек. Потому что знающий человек, он подобен дереву, которое приносит плоды. Чем больше знания получает, это как тем больше плодов вырастает на это дерево. А мы знаем, что случается с деревом, у которого очень много плодов. На яблоне посмотрите, как ее ветки сгибаются. И не высокомерно, не высоко уходит, также, наоборот, сгибается. Вот и знающий человек, чем больше человек получает знания, тем больше он голову опускает. Тем ниже его нос. А если нету плодов этих, то что? Нос высоко уходит. И очень страшное такое предупреждение, также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Юджау биль-алими суи, биль-алими ас-суи яумил кияма». Приведут плохого ученого в судный день. Тот, который обучал людей, но сам не действовал по этим знаниям. «Фаюкзафу фи джаханнам», и кинут его в джаханнам, в пламя. И вылезут его кишки, и он будет ходить вокруг с ними, вот так крутиться, как ходит осел и крутит жернова. И люди придут и скажут: «Горе, о горе, почему с тобой такое случилось? Ты же нас обучал хорошему». И он сказал: «Я не совершал то, что вам запрещал, я совершал то, что вам запрещал, и не выполнял то, что приказывал». То есть не соответствовал тому, что обучал вам. И один из ученых сказал: получение знания, то есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что получение знания — это обязанность каждого мусульманина. И этот ученый говорит на своей практике, на своем опыте и опыте других ученых: «Талябуль ильми шадидун». Получение знания очень сложно. Надо прилагать усилия, надо не спать когда-то, надо заучивать, надо стараться понять, перечитывать и так далее. Очень сложно получать знания. Однако есть то, что тяжелее этого. «Вахивзуху ашадду мин талябихи». Сохранение знания тяжелее, чем получение знания. Их еще сохранить надо. Их еще надо не забыть. Но есть еще сложнее это. «Валь амалю бихи ашадду мин хивзихи». Амаль делать по знаниям еще сложнее, чем сохранить знания. Еще тяжелее. Есть еще что-то сложнее этого. «Вассалямату минху ашаду миналь амаля бихи». Быть в безопасности от своих знаний, это, говорит, тяжелее, чем совершать дела по знаниям. Чтобы знания не привели тебя к вреду, к высокомерию, к другим таким последствиям, к огню, то это еще сложнее, чем просто делать амаль. Поэтому пускай Аллах Тааля даст нам, прибавит нам знания, поможет нам сохранить их, сделать действия в соответствии с ними и быть в безопасности от этих знаний. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ля иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.